Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Вспоминает ли он о вас? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен, загадайте на этого человека, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Вспоминает ли обо мне? Называйте его по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на загаданного человека. Вспоминает ли? Конечно, вспоминает. Тут и вспоминает, и страдает, и мучается. А у кого-то даже отыграется, что мужчина плачет по вам. Вы уж простите, но вот идет именно человек плачет. Я даже другую вам вещь скажу. Здесь человек мог обращаться к эзотерикам, к магам, к предсказателям. То есть человек настолько сильно по вам мается, настолько сильно по вам соскучился. Кто-то ходил снимать эту привязку, да, вот он пришел, говорит: пожалуйста, помогите, я ничего с собой поделать не могу, я забыть ее не могу, я с ней сплю, я с ней просыпаюсь, я с ней целый день, я с ней засыпаю, она живет у меня в крови, да, у меня под кожей она сидит, полностью там в моем мозгу, да, обустроила себе жилище, и я ничего не могу с этим поделать. То есть, смотрите, вот явно мужчина мог ходить и просить, чтобы вот это наваждение с него сняли. А у кого-то отыграется, что мужчина мог вас пытаться привораживать. Вот кто часто видит этого мужчину во сне, кто прям неожиданно начинает вспоминать, вот ловить, даже вот прям имя приходит, либо запах приходит этого человека, там парфюма, человек что-то пытался на вас наводить. Но чары не сработали, да, но вот его желание, энергетический посыл, он сработал. Так что, мои дорогие, здесь мужчина не то чтобы вспоминает, он по вам страдает. Знаете, здесь очень много мыслей, где я ошибся, где я поступил не так, нужно было что-то менять, нужно было что-то делать. Если вы сейчас с ним где-то расстались с расстояния, то он постоянно думает, что я сделал не так, почему я ее не позвал, почему не пригласил, почему с ней не остался, почему с ней не договорился. То есть здесь очень много вот какого-то самоедства у него происходит. Этот человек под себя конкретно копает, себя прям ругает, причем ругает какими-то очень хорошими словами. Он 100% уверен, что он не сделал все, что от него зависело для того, чтобы ваши отношения вышли на какой-то другой уровень. Либо там с собой не позвал, либо с вами не остался, либо не предложил вам ничего, да, вот стоящего, важного, нужного, либо между вами какое-то вот расставание было, да, не очень. Вы просто могли поругаться, да, и разойтись, например, либо он там уехал куда-то. И сейчас вот он себя долбет, прям как дятел, долбет, что ж ты так поступил, что ж ты был такой тугодум, что ж ты так опрометчиво поступил. У этого человека, у него кто-то есть. Смотрите, вот видите, кто-то есть, кто-то пытается его там утешать, кто-то пытается к нему там, пробиваться. Я не буду говорить, что там другая женщина, это может быть и мама, это может быть и друг хороший, и может быть действительно есть какая-то дама-мадама, которая пытается к нему там свои щупальцы подзапустить под него, да, и как-то его охомутать. Тоже может быть. Но он вообще непреклонный. Вот он тоскует и грустит по вам, и ему ничего не хочется. Ни развлекаться, ни женщин не хочется, ни каких-то там активити, да, вообще ничего не хочу. Мне свет не мил без моей любимки, да, без моей дорогой. Вот такая идет ситуация. И, кстати, по поводу вот этой магии, не только мог он сам обращаться, например, мама его, да, видит, что сыночек чахнет, что он там весь в тоске, весь в соплях и слезах, и она начинает думать, это ж какая-то его приворожила, да? Пойду-ка я там его отчитаю, отмолю, да, там, пойду, чтобы с него сняли. Возможно, тоже ходит, что-то делает. Но оно такое, знаете, вот
оно не работает, потому что я вижу, что вы его не привораживали. Да, может быть, кто-то из вас ритуалил, но ритуалы были на любовь, не на приворот, что вот все там, чтобы он ходил там волком выл без меня, с ума сходил, а именно ритуал на то, чтобы была между вами любовь. Ритуал ваш сработал, но сработал бы он в любом случае, потому что любовь между вами, она и так была, просто она со временем, это не потому, что ритуал, а вот со временем, да, она проросла, причем проросла вот таким конкретным, прям уже такой стебель очень сильный, еще чуть-чуть и распустится. Мой прогноз на ваши отношения: человек появится, он еще потаскует, похандрит, вот даже по вот этой лошадке он обязательно к вам проявится, прискачет, приедет, приплывет, до этого будет весточка от него, может быть, общение возобновится в интернете или там по телефону, в мессенджерах, то есть будет восстановлено общение, и человек по лошадке к вам прискачет, скучает, думает, мечтает, желает. Вот тут, знаете, прям обнять вот так вот сильно-сильно и никогда не отпускать. И что бы ни случилось, все, моя навеки. Тут кольцо вышло, причем вышло обручальное, такое, знаете, помолвочное, да, у человека мысли на то, чтобы сделать вам предложение. Если вы уже в отношениях, если между вами брак, то он думает, что куплю-ка ей какое-нибудь кольцо, такое вот прям дорогое, может быть, там с бриллиантами, может быть, какой-то романтик устрою. То есть тут даже по вот этому дельфину может отыграться, что он желает с вами куда-то поехать, может быть, там путевку куда-нибудь на какой-нибудь тропический остров, да, либо хотя бы в Турцию. Думает, вот, куплю-ка я ей, удивлю-ка я ее, да, а там я ей такой романтик устрою, и там колечко подарю или предложение сделаю. То есть у человека такие мысли. У него, кстати, очень серьезные мысли на вас. Отыграется, знаете как, 50 на 50, вот. Почему 50 на 50? Потому что 50%, что вы этого человека не примете. Человек дойдет до стадии общения, человек дойдет до стадии лошадки к вам приблизится, а вы его раз и бортанете. А знаете почему? Потому что все он как-то делает не вовремя. Да? Вы ждете от него здесь и сейчас, и вам нужны какие-то конкретные действия от конкретного человека, да? Не просто так, что я там буду ждать тебя до бесконечности, пока ты там созреешь, пока ты там вылупишься, из своего кокона вылезешь, я буду типа тебя ждать. Нет, тут девочки такие боевые, я вижу, есть, которые скажут: слушай, дружок, ходил, гулял, там зализывал свои раны, иди дальше, мне такой не нужен, мне нужен мужик, а ты слабачок, поэтому все, иди гуляй. Ну, а есть девочки, которые примут, и еще и, знаете, как, еще и жизни его будут учить, еще за ним ухаживать будут. Вы знаете, этот человек, он какой-то немножечко такой, как аленький цветочек. Видите, у него тут картинки перевернутые вышли. То есть он, вот как птичка, да, он сидеть на веточке не может. Он раз, видите, как птичка перевернутая, раз и перевернулся. Ножки слабенькие, да, крылышки слабенькие. То есть этот человек нуждается в поддержке. У него какая-то вот психика, знаете, очень ранимая. То есть если брать вас и его, то вот психологический портрет, то он больше женщина, такая, знаете, вот мягкая, добрая, вся такая вот эфирное создание. А вы более такая боевая, конкретная и жесткая. Вот прям такая, можете. Если вам что-то надо, что-то вы думаете, вы можете. Поэтому, мои дорогие, ситуация именно вот такая выходит. Что я хочу вам сказать про этого человека? Вы ему снитесь, он вами живет, он на вас дышит. Если есть фоточка, он с этой фоточкой просто не разлучается. 24/7 он с ней. Если нет фотографий, то он вас, знаете, как будто бы по памяти пытается рисовать. То есть у него все равно, вот смотрите, вот у него есть какая-то вещь, с которой он вас ассоциирует. Может быть, даже какой-то предмет вашей одежды. Извините, у кого-то, может, и трусики остались, да? И прям он, он с ними живет. Он, понимаете, вот он заключил ваш образ в эту вещь, в этот предмет, и все, это для него вы. Человек слабенький. И если бы он был хотя бы на 0,5% посильнее, вот этой ситуации бы не было. Не было бы вот этих вот дорог, расставаний между вами, не было бы дистанции. Понимаете, тут у многих, кстати, может быть и ситуация того, что вы и вместе где-то находитесь, да, в одном городе живете, на соседних даже улицах. Но между вами какая-то социальная дистанция, которую ни он, ни вы не переходят. Вы бы готовы пойти, но вы женщина, принципиальная, да, то есть вы за мужчиной бегать не станете. То есть вы ждете от мужчины конкретного шага в вашу сторону, чтобы, да, себя обозначить, что да, нравишься, да, хочу быть с тобой. Но этот человек нет, он
он кругами ходит, понимаете, он ходит кругами, он тебе какие-то, вот, я не знаю, у него какие-то думы там сложенные, он сам себе что-то там надумал, распереживался, себе же уже там какую-то прорисовал программу, что я к ней, она от меня, я разочаровался с больным сердцем, ну и все типа на этом закончилось. То есть ситуация именно проблема в голове вашего мужчины. Скучает ли он по вам? Очень. Очень нереально скучает, о вас всегда думает, мечтает, о ком-то даже плачет мужчина. Вот поверьте, девочки, плачет горючими слезами, прям, знаете, взахлеб плачет по вам. Но мужчина сам по себе такой немножечко нерешительный. Да, так бывает. Ну, такого вы себе выбрали. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.